Ассаламу алейкум, всем привет. Оказывается, если девочку изнасиловать, да, возраст не имеет значения. Что в 4 года, что 5 год, 6, 15, 20. Изнасилование– это и есть изнасилование. Изнасилование– это для девочки, это после это изнасилования, как это после перенесения, это туберкулез остается там, это компьютерная томография показывает, что перенесен туберкулез, да. А вот девочка, которая изнасиловали, у нее перенесение, это в мозг остается. Это никакой МРТ, никакой компьютеромография не показывает, конечно, это пятно, которое остается после перенесения изнасилования, это насильщика, да? Но это в ее поведении, это в его поведении остается. Как остается? Я сейчас вам говорю. Вот в моем поведении мне насилие 20 лет, мне было, мне такая цель появилась, что я никогда не выйду замуж. До этого было где-то вот мысль, что я получаю диплом и выхожу замуж, да? А после этого, вот из изнасилования, я себе поставила цель, не выхожу замуж. Мне мужчина нигде не существует. Это не я виновата. Мужской пол, который насиловал меня. Понимаете? Мужской пол. Мне мозг поставил пятно. Это не я. Это не я виновата, что я не хотела замуж. Не хотела замуж, все. Решила далеко-далеко идти. Как нас привезли в Москву, я ни с кем не хотела общаться. Ни с кем не хотела общаться в Москве, ни с кем не хотела дружить. Я как была без друзей, без никого. Просила Аллах, что Аллах отправь меня это далеко. Аллах отправил меня в Африку, и там осталось 5 лет жила, учила, получила образование. Но все равно мне как это замуж в Москве мне сказали: "Если замуж не выходишь, тебе не разрешаем". Я сказала: "Найдите жениха, привезите, я выхожу замуж". Я жениху сказала, что я выйду за тебя, с тобой это живу, не живу, я поеду учиться. Он сказал: "Хорошо, я тебе разрешаю уехать учиться". Я поехала учиться, приехала и развелась. 7 лет я была у него, это как это, никах, жена. Я называла его контрактный муж. Да, потому что у меня цель же была, я не выхожу замуж. В контракте мужа я сказала: "Спасибо тебе большое. Ты меня как муж никогда не встретил, не провожал ни в аэропорту, ни в Москве, ни в Душанбе, не встретил, не провожал, мои письма тебе не ответил. Что за муж такой?" Ну, контрактный муж, по контракту говорю, что было такая это, как такое предложение, что если не выхожу замуж, мои братья мне не разрешают. Мой папа в Таджикистане, он говорит, что пусть уезжает учиться. А братья сказали, что нет, меня нет отправлять, потому что аманат, мы не хотим, чтобы кто-то ее обидел. Ну, они были это правы, и были правы, что мне отпускать. Я согласилась, вышла, но я это мужа не приняла как муж. Я приняла его как это контрактный муж. Приехала и развелась с ними. Я 1993 год в январе у меня было изнасилование. В сентябре они мне выдали замуж. 93 год. Потом 2001 год я с ним развелась. Да, вот такой мне первый муж был. Без свадьбы, без ничего. Просто никак читали и объявили муж и жена. Ни калым, ни махар, ничего не платил. Это муж разве? Он сказал: "Да, потом я буду платить". Потом ничего не платил. Это не муж. Это однозначно контрактный муж. Согласитесь со мной? Не платил калим, не платил махар, не подарил никакие подарки. Ничего, ничего. Ни до свадьбы, ни во время свадьбы, ни после свадьбы. Никакие подарки не подарил. По названию был муж, как мы говорим, а понарошку я была не замужем. Вот, потом я сказала: "Ты контракт не давай, до свидос. Приятно было с тобой познакомиться. Слава Аллаху, что я вышла замуж за него". Это как это, решила, как это, избавила меня от это, не, как это, остаться. Вот это вышла замуж, что это было для меня выход поехать учиться. Вот за это я согласилась. Вот это был выход для меня, что поехать учиться. А если не вышла бы замуж, мне не пускали бы мои братья. Не мой это брат, старший брат особенно он не хотел меня отпускать. Младший брат сказал: "Мне без разницы, уедешь, не едешь, это ты сама, девочка, ты умная, ты сама знаешь". А мой старший брат сказал: "Нет, я тебе не пускаю, тебе аманат". Ну, правильно он сказал. Но все равно он был прав, а я вышла, как русский говорит, понарошку, и оказался он
Не мужчина. Мужчина, он слова не держал. Он сказал, что я буду платить махар. Он не платил махар. В исламе, если мужчина не платит махар, он не имеет права жить с женщиной. Махар– это э, то, что разрешает мужчине жить с женщиной. Я ему сказала, ты махар не платил, не имеешь права со мной жить. Поэтому получил так милость Аллах, что когда я приехал в Москву, он был в Таджикистане, когда я приехал в Таджикистан, он был в Москве. Так получилось, что мы это не увиделись, это как это практически. На каникулах я приехала, а я его это практически не видела. Вот в итоге мы развелись. Он был для меня первый муж, первый мужчина и контрактный муж, я его назвала. Мгм. Благодарю за внимание.